Это программа «Настоящее время. Неделя». Обзор и анализ главных событий 7 дней в нашей жизни. В студии Шахида Якуб. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Сразу после инаугурации в Вашингтоне начался мирный марш протеста «Женщины против Трампа». Инициативу поддержали по всему миру. Наш репортаж женского марша в Праге. В Стамбуле арестован человек, напавший в новогоднюю ночь на ночной клуб. Им оказался гражданин Узбекистана, который сбежал 6 лет назад и находился в розыске. В Украине набирает обороты конфликт между нелегальными добытчиками янтаря и правоохранительными органами. Депутаты признают, что власть не способна контролировать ситуацию. Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. После принятия присяги он стал 45-м президентом. Торжественные мероприятия инаугурации нового президента начались в четверг. Присягу Дональд Трамп принял в пятницу в Вашингтоне на ступенях Капитолия. Поднимите правую руку и повторяйте за мной. Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог. Любая президентская инаугурация – это как грандиозное политическое событие, так и событие мира культуры и шоу-бизнеса. И в этом отношении инаугурация 45-го президента стала менее впечатляющей, чем у его предшественников. Растянувшийся на всю предвыборную кампанию непримиримый конфликт нового президента с миром культуры, спорта, шоу-бизнеса и СМИ изначально сделал появление высокого уровня звезд на связанных с Трампом событиях невозможным. От участия в инаугурации отказались многие звезды Голливуда. Их также поддержали их международные коллеги. Британская певица Шарлотта Чёрч, итальянский тенор Андреа Бочелли, Селин Дион, Бруно Марс, Арета Франклин и Бич Бойз. Элтон Джон, которого тоже пригласили, вежливо сказал: «Я ни в коем случае не республиканец». Национальный гимн США на церемонии исполнила 16-летняя Джеки Иванко, а всех собравшихся поприветствовать нового президента США развлекали 360 певцов-любителей из мормонского штата Юта, марширующий духовой оркестр Marching Tornadoes из колледжа Талладега в штате Алабама. 70-летний республиканец Дональд Трамп поселился в Белом доме после долгой карьеры в бизнесе. Что за человек новый президент и чего от него ожидать? Об этом в нашем сюжете. Дональд Джон Трамп родился в 1946 году в Нью-Йорке в богатой семье. Его отец Фред сделал состояние на рынке нью-йоркской недвижимости. Дональд пошел по его стопам. Сейчас, по словам Трампа, его бизнес-империя стоит миллиарды долларов. В книгах «Искусство выживания» и «Искусство возвращения» он сформулировал свое деловое кредо. Первый шаг к успеху – ставить перед собой большие задачи. Я писал эту книгу как учебник по бизнесу, но в ней многое сказано обо мне как о человеке, о моих отношениях с людьми. Книга о бизнесе учит добиваться успеха, преодолевать трудности. Мне кажется, именно это интересует людей. Вы и сами это видите, глядя на то, что здесь происходит. В 2015 году Трамп объявляет о своих президентских амбициях и сразу же оказывается в центре внимания. Он предлагает радикальные решения проблемы нелегальной иммиграции из Мексики. Я построю огромную стену. Я лучше всех в мире строю стены, уж поверьте мне. Это будет недорого. И у нас будет огромная стена вдоль южной границы, причем заплатит за нее Мексика. Запомните мои слова. Риторика Трампа в ходе избирательной кампании вызывает бурные протесты. Он говорит о мексиканских насильниках и наркоторговцах, обещает депортировать незарегистрированных иммигрантов и запретить им въезд в страну.
Кроме того, Трамп предлагает закрыть въезд в США для мусульман в рамках борьбы с терроризмом. Позже ему пришлось отказаться от этой идеи. Однако самый большой скандал впереди. Газета «Вашингтон-Пост» публикует видео, на котором слышно, как Трамп говорит о женщинах. Меня автоматически привлекает красота. Я сразу начинаю целовать. Это как магнит. Сразу целовать. Не надо ничего ждать. Несколько дней спустя сразу несколько женщин заявляют, что Трамп целовал их и прикасался к ним против их воли. Трамп полностью отверг все подобные обвинения. Несмотря на все скандалы в прессе и данные социологических опросов, в день выборов Трамп одержал победу. Все вместе мы будем работать над тем, чтобы перестроить наше государство и создать новую американскую мечту. Сейчас наша страна будет управляться с новым видением. С этого дня Америка всегда будет на первом месте. Америка на первом месте. На следующий день после церемонии в Вашингтоне прошел женский марш. В мирном протесте против Трампа и в защиту прав женской половины населения приняли участие тысячи женщин, в том числе звезды шоу-бизнеса. Для марша даже сочинили небольшой гимн под названием «Маленькие ручки». Текст такой: «Мы не хотим, чтобы твои маленькие ручки приближались к нашему нижнему белью». Это своего рода ответ на заявление Трампа, сделанное во время предвыборной программы, о том, что когда он видит красивых женщин, он не может удержаться. Всего в этот день по миру прошло 616 маршей солидарности, организованных волонтерами в 61 стране. Прага, в которой базируется наш офис, тоже приняла участие в шествии. На марше побывала Дарья Альзаде. Собравшиеся на главной площади Праги люди подчеркивают, они здесь в мирных целях. Американцы, давно или недавно переехавшие в Европу, чехи, которым есть дело до того, что происходит вокруг. Все обеспокоены, как изменится их жизнь, жизнь их страны и всего мира с приходом нового американского президента. И речь на женском марше идет не только о правах женщин. Меня вообще не устраивает, что происходит сейчас в моей стране. Я считаю, что сейчас идет такое время очень тяжелое в Соединенных Штатах, и я хочу быть частью движения против всего, что происходит. Люди, которые сидели дома тихо, смотрели, что происходит, сейчас много недовольны. И они стали немножко двигать, по-моему. Надеюсь. Двигаться стали, да еще как. Мирные марши за права женщин, свободу слова и прессы прошли в 61 стране, в 673 городах. Первыми на улице вышли около 3000 активистов в Сиднее. Наше послание не только для Трампа, для всех регрессивных политических программ по всему миру, в том числе здесь, в Австралии. Мы не будем молчать, пока сексизм и расизм существуют как части национальной политики. Это не марш против Трампа, это марш за равенство и гражданские права. Сингапур, Нью-Дели, Тель-Авив, Будапешт, Берлин, Лондон. Такого масштабного события в мире не было давно. И в каждой стране, в каждом городе послание тем, кто избран людьми для принятия важных решений. Тем, кто почему-то перестал слышать этих самых людей. Мое послание сегодня о силе голосования, о том, что благодаря ему наши голоса могут быть услышаны. Возможно, Дональд Трамп нас и не услышит, но есть 538 человек в Конгрессе, которые будут переизбраны в ближайшие 2 года. И мы собираемся убедиться в том, что если они нас не услышат, они не будут избраны снова. В Вашингтоне, по данным организаторов, марш сестер собрал около 200 тысяч человек. По всему миру более 2 миллионов. Неформальный цвет одежды участников – розовый. Обязательный аксессуар – что-нибудь вязаное, шарф или шапка. В руках – плакаты. Даже если кто-то не захочет, такую яркую и многолюдную толпу не заметить просто невозможно. Участники надеются, что будут еще и услышаны. Дарья Альзаде, «Настоящее время». А вот в Гамбии президента избрали еще 1 декабря прошлого года. Но победивший на выборах Адама Барроу в должность еще не вступил. А его инаугурация прошла в соседнем Сенегале. Дело в том, что правивший 22 года Гамбия Яхья Джаме сначала признал поражение на выборах,
но потом передумал и заявил, что в отставку не уйдет и останется до тех пор, пока не будут проведены новые выборы. В свой предпоследний официальный день на посту Джаме заявил о введении в стране чрезвычайного положения. В заявлении говорилось, что оно необходимо, чтобы препятствовать вакууму власти, пока Верховный суд будет рассматривать юридические претензии Джаме к результатам декабрьских выборов. Победившему на выборах предпринимателю Адаму Барроу пришлось бежать в соседний Сенегал. В Гамбии его безопасность была под угрозой. Вместе с ним бежали тысячи гамбийцев, опасаясь кровопролития. Опасаясь дальнейшего обострения обстановки, страну покинули и иностранные туристы. Британская компания Томас Кук эвакуировала около 1000 своих клиентов. Другие туроператоры последовали ее примеру. Африканский союз признал результаты выборов и попросил Яхья Джаме уйти. Но уговоры не подействовали. Король Марокко даже предложил Джаме убежище в своих странах, чтобы он смог насладиться спокойной жизнью пенсионера. После того, как и это не возымело эффекта, Африканский союз поставил Джаме ультиматум – покинуть свой пост в четверг, 19 января. Джаме проигнорировал и ультиматум. Блок западноафриканских стран ЭКОВАС, чтобы урегулировать политический кризис, грозится ввести в Гамбию войска. А Нигерия, самая крупная страна этой части Африки, уже отправила на границу между Сенегалом и Гамбией ограниченный контингент своих войск. Больше 2 недель понадобилось турецким властям, чтобы найти и арестовать человека в новогоднюю ночь, напавшего на ночной клуб в Стамбуле. Арестованный Абдулкадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Харасан, 1983 года рождения, является гражданином Узбекистана. Он проходил подготовку в Афганистане. Это сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин. Подозреваемый признал свою вину. По словам губернатора, Машарипов приехал в Турцию нелегально в январе 2016 года. Губернатор назвал его террористом, который прошел длительную подготовку. Вместе с ним были арестованы гражданин Ирака и 3 женщины. Всего по делу о нападении на ночной клуб Рейна задержаны 50 человек. Жертвами расстрела в новогоднюю ночь стали 39 человек. О том, что турецкая полиция установила личность подозреваемого, стало известно 7 января. Его обнаружили через 9 дней в квартире гражданина Кыргызстана в районе Эсенюрт Стамбула, где и скрывался Машарипов. Рейд проходил ночью, после чего в прессу попала фотография задержанного Машарипова. Его личность подтвердила узбекская сторона. В Ташкенте сообщили, что он находится в розыске. Турецкая газета «Хурият» со ссылкой на свои источники утверждает, что Машарипов сбежал в Афганистан из Узбекистана 6 лет назад и примкнул к узбекским исламистам, сражающимся на стороне Талибан. Путь в так называемый ИГИЛ был долгим. Из Афганистана Абдулкадир Машарипов перебрался в Пакистан, затем в Иран и в Турцию. Из Турции он попал в сирийский город Ракка, который так называемый ИГИЛ считает своей столицей. Напомню, что ответственность за расстрел в ночном клубе Рейна взял на себя ИГИЛ. В так называемом ИГИЛе немало выходцев из стран Центральной Азии. Кто-то едет сражаться за халифат по идеологическим соображениям, а для кого-то это возможность заработать деньги. Год назад, во время моей работы на востоке Украины, я встретила в Донецком аэропорту узбека из Таджикистана. Он воевал на стороне сепаратистов и сказал мне, что оформляет загранпаспорт, чтобы ехать воевать за так называемый ИГИЛ. Он признался тогда, что большую часть мужчин в его деревне на севере Таджикистана уже сражаются в рядах ИГИЛа. Со мной в студии директор узбекской службы «Радио Свобода» Алишер Сидик. Алишер, правильно ли будет сказать, что среди центральноазиатских членов так называемого ИГИЛ больше всего узбеков? Я думаю, так можно сказать. На самом деле, абсолютно такое утверждение имеет место. Половина населения Центральной Азии – это как бы Узбекистан. И с учетом того, что уровень религиозности и склонности к религиозным каким-то течениям в Узбекистане выше, чем, допустим, в том же самом Казахстане. А почему они убегают из Узбекистана и примыкают к таким религиозным радикальным группировкам? Ну, просто делать нечего людям, да, то есть вот безработица или какие-то социальные проблемы. Многие из тех, кто примкнули к членам ИГИЛ, это те трудовые мигранты, которые поехали в Россию, а в России жили в маленьких таких ячейках, всегда говорили об исламе,
искали свой identity, так сказать, себя в этом обществе, испытывали унижение, как они могут воспринимать со стороны полиции, занимались рабским трудом. В таких условиях, если кто-то скажет, да, зачем вам один день рабства, то есть 100 лет рабства, лучше один день как бы свободы и умереть за что-то такое, да, вот это самый лучший, так сказать, метод промывания мозгов, который мы уже слушали из этих экстремистских групп. Удалось ли вам поговорить с семьями тех, кто уехал непосредственно сражаться за ИГИЛ? Они вообще знали, где их родственники находятся, чем они занимаются? В отличие от соседних государств, да, где есть какая-то связь между теми, кто уехал в Сирию, с их родственниками, вот такой связи, по крайней мере, мы не зафиксировали. То есть те, кто уехал из Узбекистана, они настолько имеют такую серьезную ответственность перед своими, может быть, родственниками, знают, насколько это не игрушки, это тебе не Таджикистан, не Кыргызстан, где твои родственники просто будут жить, и их будут просто от времени интервьюируют всякие журналисты, где там как бы серьезные ребята, да, если узнают, что с этой семьи, с конкретной семьи кто-то есть в ИГИЛ, то этой семье уже фактически не сдобровать. Она будет под сильным давлением и полностью будет изолирована от общества. Несмотря на стратегию терактов, ИГИЛ переживает не самые лучшие времена. В Ираке, где уже второй месяц идет операция по освобождению города Мосул от ИГИЛа, иракской армии удалось добиться больших успехов. При помощи курдских формирований и сил международной коалиции освобождена восточная часть города. В то же время на севере Сирии Турция и Россия на этой неделе начали совместные бомбардировки позиций ИГИЛа в районе города Аль-Бааб. До этого турецкая армия вела наземную операцию, а российская авиация поддерживала их с воздуха. Военное сотрудничество между Россией и Турцией в сирийском вопросе стало набирать обороты после того, как обеим сторонам удалось договориться с противоборствующими сторонами о прекращении огня. К воздушной операции, согласованной сирийской стороной, привлекается 9 ударных самолетов ВКС России, в том числе 4 Су-24, 4 Су-25 и 1 Су-34. А также 8 самолетов ВВС Турции, 4 F-16 и 4 F-4. Оценка первых результатов нанесения ударов по террористам ИГИЛ показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационной группировок. Интересно то, что Россия и Турция поддерживают противоположные стороны сирийской войны. Россия стоит на стороне Башара Асада, а Анкара поддерживает оппозиционные группы, которые ему противостоят. В понедельник в столице Казахстана Турция и Россия начнут переговоры по урегулированию войны в Сирии с участием 13 антиасадовских группировок, подписавших перемирие, и представителями сирийского правительства. Эти переговоры не проходят под эгидой какой-либо международной организации. Напомню, что ООН ведет переговорный процесс по Сирии в Женеве. Однако как представители США, так и представители ООН были приглашены на встречу в Астане. Я также буду присутствовать на этой встрече. Подробности прямо с места событий вы сможете увидеть в новостном выпуске «Настоящего времени» в понедельник. В Ровенской области Украины обострился конфликт между незаконными добытчиками янтаря и силовиками. По меньшей мере 4 вооруженных стычки, около 20 человек ранено, 1 убит. Во всех случаях сценарий конфликта один и тот же. Местные жители воюют с теми, кто посягается на их незаконный бизнес. Полиция все 4 перестрелки между собой не связывает. Более того, все факты называются конфликтами на бытовой почве и квалифицируются как хулиганство. Тем временем в отдаленных деревнях все больше людей берет в руки оружие. В украинском парламенте уже звучат заявления о том, что власти не могут гарантировать ни безопасности, ни порядка в украинском Полесье. Это боль. Мы должны признать, что не можем гарантировать безопасность людям в тех городах, где ведется нелегальная добыча этого камня. Перестрелки, вооруженные стычки с полицией, в которых старатели использовали бронетехнику против полиции, коррупционные скандалы и громкие задержания – все это спутники проблемы с нелегальной добычей янтаря. Эксперты оценивают оборот на черном рынке солнечного камня в $1 миллион в сутки. Де-факто Украина – основной экспортер янтаря в мире, 90% которого добывается нелегально. О ситуации в янтарном регионе Украины расскажет Дмитрий Леонтюк.
Кровавые следы на центральной площади, в стенах зданий следы от пуль и осколков. Набат призывает людей на центральную площадь города. Это некогда тихий, затерянный среди лесов западноукраинского Полесья городок Олевск. За несколько часов до этого здесь была настоящая бойня. Припарковались тут рядом с банком. Выбежала группа людей, человек 15-20, и открыли огонь. У них было с собой травматическое оружие и огнестрельное, то ли ружья, то ли автоматы. Местная больница под усиленной охраной полицейского спецназа. Именно сюда свозят тяжелораненых с обеих сторон конфликта. В нелегальном промысле, а легально добывать янтарь в Украине практически невозможно. По данным СБУ, задействовано более 200 тысяч человек. Это едва ли не единственный шанс заработать хоть какие-то деньги в депрессивном Полесском регионе. С ростом спроса на солнечный камень выросли цены. Суточный оборот черного рынка оценивают в $1 миллион. Деревни, где люди зарабатывают по несколько тысяч долларов в месяц, добывая янтарь, стали приманкой для криминалитета. Местные жители все чаще берутся за оружие. Сами охраняют янтарные прииски. Здесь, в Старом Селе, 3 приезжих мужчин, гостей односельчанина, приняли за бандитов. Все они получили огнестрельные ранения и фактически попали в плен. Не убивайте, пожалуйста! 10 часов к раненому из охотничьего ружья в живот Дмитрию жители Старого Села не допускали ни медиков, ни полицию. Требовали сознаться в кражах. Били, держали на 20-градусном морозе, угрожали расстрелять. Первый раз столкнулся с таким, что від малого до... Я впервые вижу такое, чтобы оружие было у всех, от мала до велика. И автоматы, и пистолеты. Мне вот еще голову разбили прикладом, тыкали в лицо пистолетом и говорили: мы все равно тебя добьем, тебе скорая не нужна. Я как в аду побывал. Я не верю, что такое может быть. Едва живым Дмитрия на карете скорой выпустили первым из деревни. Еще 2 его друзей с огнестрельными ранениями рук и ног уже в присутствии полиции удерживали еще почти сутки прямо в здании сельсовета. В руки полиции пленников передали при посредничестве журналистов. В местной полиции произошедшее комментируют неохотно. Все 4 вооруженных стычки объясняют бытовыми конфликтами и квалифицируют как хулиганство. А сам факт удержания заложников и пыток в Старом Селе напрочь отрицают. Подробности конфликту я бы не хотел сказать. Я не хочу вдаваться в подробности. Это все возникло на почве личной неприязни, через конфликт, который возникал и ранее. Вот он достиг своей вершины, и есть тот результат, который есть. Понимая, что не могут удержать ситуацию с нелегальной добычей янтаря и криминальными конфликтами в украинском Полесье, местные власти обратились к Киеву с просьбой ввести дополнительные полицейские силы в проблемные регионы. Вот только в силовой метод решения проблемы в Верховной Раде не верят. Оружие у них не меньше, чем в так называемых Донецкой Народной Республике и Луганской. Это абсолютно катастрофическая ситуация. Есть путь решения проблемы. Легализация этого рынка, который уберет криминальную составляющую. И тогда янтарная отрасль может стать на первое место по экспорту в украинской экономике. Соответствующий закон, который Рада приняла в первом чтении еще 2 года назад, до сих пор пылится под сукном и в обозримой перспективе не попадет в сессионный зал. Местная полиция в янтарных районах фактически исчерпала все человеческие резервы, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию. В Киеве медлят с решением направить туда дополнительные силы. Дмитрий Лентьюк, Украина. Настоящее время, неделя. Такой мы увидели эту неделю. Все наши сюжеты вы сможете найти на сайте currenttime.tv и в наших социальных сетях. В студии была Шахида Якуб. Всего хорошего.